Журналисты Азатыка и Клопа накануне опубликовали расследование о якобы коррупционных схемах в таможенной службе. Вывод из страны миллионов долларов, по словам журналистов, происходил в период 2012 по 2016 годы. Erkin Saymet'te Çin Respublikası'da Ürümçi, Kızılsu, Kırgız Abdunum Oblast'ın bulam. Накануне было опубликовано расследование журналистов Азатыка и Клоп Кайджи. В материале говорится о коррупции на кыргызстанской таможне, которая, по их версии, является частью деятельности уйгурского бизнесмена Хайбибулы Абдукадыра и членов его семьи. В расследовании озвучиваются имена Айркена Саймаити, убитого в Стамбуле. В видеоматериале Саймаити сам рассказывает, что он занимался отмыванием денег. По его словам, он имел отношение о выводе из Кыргызстана более 700 миллионов долларов. Aldıraz firmada men direktor bolgan, men Birli bankadan 250 milyon qoturgan men. Başka bankalardan men bar, ammasını yığsak 700 milyondan aşıp ketette meni qoturgan акча. Далее они оказывались в распоряжении сети компаний под контролем Хабибулы Абдукадыра, уроженца Китая. Аяна Дюшикеева, Азамат Джапаков, Алато 24. Медиаресурсы Азатык и Клоп обнародовали общественности журналистское расследование. В нем говорится о якобы коррупционных схемах в таможенной сфере страны. В нем отмечается, что реализация коррупционных схем приходится на 2012-2016 годы. Возможно, будут попытки связать президента Сооронбая Жээнбекова с лицами, указанными в расследовании. Так как в расследовании в качестве предполагаемого участника коррупционных проявлений приводится фотография человека с инаугурации Жээнбекова, отметила пресс-секретарь президента, заведующая отделом информационной политики аппарата президента Толгонай Стамалиева. На последней встрече президента Кыргызской республики Сооронбая Жээнбекова с руководителями СМИ 2 ноября 2019 года руководитель бишкекского бюро «Радио Азатык» Айзада Касмалиева задавала вопрос о возможном знакомстве Сооронбая Жээнбекова с Хабибулой Абдукадыром и получила ответ. Позже нами был предоставлен более детальный комментарий, в котором мы указывали, что в 2012 году, в период работы Сооронбая Жээнбекова, губернатором Ошской области в городе Ош прошел инвестиционный форум развития малого и среднего бизнеса, в котором приняли участие более 300 человек. Кроме представителей международных организаций, на форум прибыли официальные представители и крупные предприниматели из России, Китая, Ирана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Южной Кореи. В целях углубления экономических, гуманитарных связей Ошская область укрепляла связи с областями ближайших стран. В их числе были установлены побратимские отношения с Кызылсуйской кыргызской автономной областью КНР. В 2012 году в вышеуказанном инвестиционном форуме принял участие губернатор Кызылсуйской кыргызской автономной области Фархат Турду вместе с младшим братом Абдукадыра. И тогда состоялось их знакомство. После форума Сооронбай Жээнбеков вместе с Фархат Турду, младшим братом Абдукадыра, были на приеме у президента Алмазбека Атамбаева. Позже, в 2017 году, через младшего брата состоялось общее знакомство Атамбаева и Жээнбекова с Абдукадыром. Как дальше развивались отношения между Атамбаевым и Абдукадыром, Жээнбеков не в курсе. Что касается обстоятельств, приведенных в журналистском расследовании, то отмечается, что активность сделок относится к 2012-2016 годам, то есть на период президентства Алмазбека Атамбаева. Как известно общественности, на заседании Совета безопасности Кыргызской республики 8 февраля 2018 года президентом Сооронбаем Жээнбековым публично была подвергнута критике работа правоохранительных органов. Фактически, как и система в целом, так и указанные в расследовании схемы не были восприняты новым главой государства. Результаты известны. Алмазбек Атамбаев находится под следствием по 5 предъявленным ему фактам. Допускаем, что данное журналистское расследование многие силы желают использовать как попытку связать президента Сооронбая Жээнбекова с указанными кругами. В этой связи официально заявляем, что у президента Сооронбая Жээнбекова с Абдукадыром не было и нет общих бизнес-проектов. Иначе авторы расследования привели бы свои аргументы, указывающие на их связи. В материале как весомый аргумент выступает одна деталь – фотография Абдукадыра с инаугурацией Жээнбекова. Тут мы больше видим желание сыграть на эмоциях людей. Однако и этот эмоциональный штрих не имеет под собой твердой почвы. Констатируем, что всеми организационными вопросами, в том числе составлением списка приглашенных и рассадкой гостей на инаугурации избранного президента страны Сооронбая Жээнбекова, полностью занимался аппарат президента Кыргызской республики, то есть аппарат Алмазбека Атамбаева.
Сооронбаю Жээнбекову было предоставлено ограниченное количество мест, в связи с чем он пригласил только родственников. Как известно, президент Сооронбай Жээнбеков не раз отмечал, что журналистские расследования помогают обществу, правоохранительным органам и президенту в борьбе с главным злом, мешающим развитию страны – коррупцией. В этой связи отмечаем, что обстоятельства, приведенные в материале, не останутся без внимания. Разумеется, правоохранительные органы примут к сведению изложенные в материале доводы. Напомним, что ранее Генеральная прокуратура обратилась к Генеральной прокуратуре Турции оказать содействие в расследовании дела по убийству Саймайти. Несмотря на то, что Саймайти не является гражданином Кыргызской республики, кыргызская сторона будет участвовать в расследовании дела по его убийству, так как его имя связывают с Кыргызстаном. Тем временем Генеральной прокуратурой рассмотрено журналистское расследование информационных агентств «Азаттык» и «Клоп». Из указанной публикации следует, что в отношении Айракена Саймайти на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, в связи с чем он был вынужден бежать в Турецкую республику. В целях проверки опубликованного журналистского расследования в части угрозы убийством в отношении Айракена Саймайти, а также отдельных журналистов Генеральной прокуратуры указанные сведения зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Покушение на убийство». Осуществление досудебного производства поручено Следственной службе МВД. Ход досудебного производства взят на контроль Генеральной прокуратурой Кыргызстана.